Уважаемый Павел Здорович, коллеги, участники, гости форума. Форум «Команда Абхазии» объединил нас здесь для важного диалога. Диалога о настоящем и будущем нашей страны. Ведь молодые люди, ставшие победителями конкурса, это наше настоящее. И 46 человек из них уже являются действующими государственными служащими, руководителями ответственных направлений и проектов, а более 10 получили новые назначения или повышение по службе в течение последних 6 месяцев. Но они также и наше будущее, потому что каждый участник команды «Абхазия» – это энергичный, трудолюбивый, целеустремленный и высокомотивированный на успех и положительные изменения человек. А это именно те качества, которые должны лежать в основе нашей долгосрочной стратегии развития Абхазии как суверенного правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, как это провозглашено в нашей Конституции. Хочу особо подчеркнуть, что команда Абхазии – это больше, чем конкурс. Это растущее сообщество единомышленников, это команда президента, объединяющая не только действующих руководителей и управленцев, но и каждого, кто лично готов принять участие в деле развития своего села, города, района и своей страны. Разумеется, никакая творческая и креативная работа невозможна без правильно поставленных целей и создания надлежащих условий для реализации управленческих решений. В этой связи на Кабинет министров Абхазии возлагаются особые задачи, связанные с обеспечением этих условий и выведением организации работы всех звеньев управленческой цепи правительства на качественно новый уровень. В этом процессе правительство получает четкие ориентиры от президента. Особое значение имеет поручение 27 августа, которое определяет основные векторы нашего развития на ближайшую перспективу по ключевым направлениям реализации социально-экономической политики нашей страны. Так, среди поручений президента наиболее срочными являются повышение эффективности использования государственной собственности, разработка государственных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, разработка целевых программ развития сельского хозяйства и реализации мероприятий по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей на селе, разработка стратегии развития энергетической отрасли как важнейшего направления экономического и воздействия на экономику страны, выработка мер по развитию банковского сектора, разработка программ в области демографии и улучшения жилищных условий нашего населения, повышение размеров пенсий и социальных пособий гражданам республики. И еще более 40 важных и значимых поручений в различных сферах жизнедеятельности государства. По каждому поручению определены конкретные сроки, ответственные исполнители, определены формы и методы контроля. Правительство твердо намерено реализовывать весь комплекс поручений с высоким уровнем качества и в установленные сроки. На этой основе сформированы целевые показатели государственной программы социально-экономического развития на период 2026-2030 годов. От валового внутреннего продукта, средней заработной платы, объема внешнеторгового оборота до собираемости платы за электроэнергию, которые предстоит достичь в течение 5 последующих лет, предусматривающие ежегодный темп их роста. Определены приоритетные направления по модернизации транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. В целях повышения привлекательности в сфере туристической деятельности, создания благоприятных условий пребывания для туристов, посещающих нашу страну, уже разрабатывается комплекс мер государственной финансовой поддержки инвестиционных проектов в этой сфере. Дополнительные меры поддержки также прорабатываются в целях стимулирования роста и модернизации сельского хозяйства, создания новых рабочих мест и развития сельских территорий.
В ближайшее время предстоит выстроить систему гарантированного социального обеспечения наименее защищенных слоев населения, повысить качество оказания медицинской помощи. Все эти шаги направлены на обеспечение достойного уровня социальной поддержки населения и повышение качества жизни наших граждан. Это достаточно амбициозные цели, но абсолютно выполнимые, если мы будем работать единой, слаженной командой. Важную роль в достижении успеха мы, безусловно, относим к проектам команды Абхазии. Нам предстоит масштабировать лучшие практики и инициативы, которые родились в проектах команды Абхазии, и распространить их и на местном уровне. Каждый успешный проект в Гарском, Гудаутском, Очинчирском или в Кварчальском районе, других районах и городах – это не просто строчка в отчете. Это реализованные мечты и надежды простых людей, улучшенная инфраструктура, социальная среда и качество жизни для нашего населения. А также это конкретный вклад в достижение тех самых целей и показателей, которые ставит перед нами президент. Именно об этом, о знаковых изменениях, о роли наших проектов в решении текущих социально-экономических задач и о возможностях их масштабирования сегодня будет идти речь на тематических сессиях. Уважаемые участники команды Абхазии, правительство готово создавать условия для вашей работы. Мы видим в вас помощников в большом и важном деле – строительство сильной и процветающей Абхазии. Ваша энергия, ваши идеи и готовность действовать – это самый ценный ресурс нашей страны. Давайте вместе направим его на благо нашего народа и нашей Родины. Желаю всем плодотворной работы и смелых реализованных проектов. Спасибо.